прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 22 октября. Дары природы. Дети исполняют трогательные номера и песни. Это прекрасное украшение веселого дня. Аргун отметил праздник осени и щедрости. Недетские вопросы. Такие образовательные мероприятия – это большой вклад в будущее целого поколения, которое растет на прочном фундаменте веры. Юные знатоки проверили свои знания в религиозной викторине от фонда «Даймохк». Классика в горах. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга покорил грозненскую публику. Начнем с важного. Группа «Аида» спецназа Ахмат Минобороны успешно ликвидировала группу неонацистов, которые пытались укрыться от преследования, накрывшись полиэтиленом. Об этом рассказал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Противник был уничтожен в результате точных и решительных действий. Глава высоко оценил работу. Вторая аргунская школа наполнилась ароматами осеннего изобилия. Атмосфера ярмарки «Дары природы» была семейной. На столах румяные пирожки, домашние торты и освежающий морс. Каждый класс продемонстрировал щедрость осеннего урожая и богатую фантазию в оформлении. О том, как прошел праздник, репортаж Турпалали Тайсумова. Золотая осень продолжается. В одной из школ Аргуна ученики приготовили ежегодную ярмарку «Дары природы». А все потому, что много натуральных и полезных продуктов, приготовленных для посетителей. Главным гостем был министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев. Дети вышли очень нарядными, как и подобает любому торжеству. В ярмарке проходит концертная программа. Дети исполняют трогательные номера и песни. Это прекрасное украшение веселого дня. Хошбауди Дааев в своем приветствии рассказал о ностальгии, которую он испытал, наблюдая за всем. В свое время он учился в этой школе. Правда, тогда у нее был другой облик. И, по его словам, также занимался полезными делами, помимо учебы. قش مقشل يرشخل وش شيت على زر درشخل وش شيت على استواني يرشخل هرسن من برياتشكا إيش هو شغبيتش إز أوزاويك وجه وش كوين تان مور يخيط تشتغل شقان إز ده بيري تصدق بام خل يخيط عقاشم باتر شخل يخيدك خل تخ بيري دك بام خل تعول شنا دك بام خل بيري سمق دالش بي تعول دينان وسمق تصدول تخ بي سمبركل ديريس خل لا هرباخ وش تيشتغل إيش كولنا وده عينك ديشتغل شنا. Министр не просто осматривал прилавки с едой и напитками. Многое из этого он приобрел, чтобы увезти с собой. Там были всевозможные выпечки, соленья, компоты и другие домашние продукты. Это впечатлило гостя еще сильнее. Честно говоря, я приятно удивлен тем разнообразием, который здесь собран. Дети здесь, конечно же, все любят вкусняшки, все любят домашнюю еду, национальную еду. И я с большим удовольствием, как и не только министр образования, как и житель города Аргуна, как житель Чеченской Республики. В конце концов, я тоже родитель, извиняюсь за вот такое откровение, с удовольствием присоединиться к такому мероприятию. Я уверен, что такие ярмарки, да любые такие развивающие мероприятия, которые проводятся в детских садах, в наших школах, здесь мы видим, что представлена именно начальная школа, самое младшее наше поколение. Это, конечно, большое развитие. Для тех, кто занимался продажей, визит почетных гостей оказался приятной неожиданностью, как они поделились в беседе с нашей съемочной группой. Пользу учебы нельзя переоценить, однако организация таких мероприятий дает детям возможность лучше развиваться в творческом и хозяйском плане. Турпалали Тайсумов, Магомед Басаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика.
какой месяц был ниспослан Коран, сколько ворот у рая и кто из подвижников был искусным лучником. Фонд «Даймок» в сотрудничестве с Департаментом администрации главы правительства реализовал проект «Благодатное дитя». 20 детей приняли участие в религиозной викторине. Юные участники продемонстрировали знания и обогатили кругозор. О том, кто победил в марафоне эрудиции, репортаж Мадины Кураевой. Конкурс делится на два этапа. Сначала тестирование, а потом уже устные ответы. Несмотря на волнение, дети отвечают на вопросы, показывая свои знания о жизнеописании пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и основ религии. Иконом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после смерти его матери. Его опекуном стал его дедушка Абд аль-Муталиб. Участие принимают 20 детей-сирот с разных районов республики. Мероприятие проводится в рамках проекта «Благодатное дитя». Организатором выступил Даймок совместно с религиозными общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики. В Чеченской Республике духовно-нравственное воспитание молодежи занимает особое место. Для этого созданы самые лучшие условия. Сегодня, благодаря инициативе и поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, сегодня предоставлены все условия для того, чтобы наше подрастающее поколение изучала основы нашей религии, чтобы наша молодежь не была вовлечена в противодейственные, противоправные какие-то проявления. Пока жюри готовится озвучить имена победителей, участникам подготовили фуршет. Здесь же их ждал сюрприз. Появление известного блогера очень порадовало детишек. Халид Кадыров вручил каждому подарок и пообщался с участниками. После объявили итоги соревнования. Победителям и призерам вручили денежное вознаграждение, а также памятные подарки. Конкурс станет ежеквартальным и будет расширяться с каждым годом. Такие образовательные мероприятия – это большой вклад в будущее целого поколения, которое растет на прочном фундаменте веры. Мадина Кураева, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся межрегиональный патриотический фестиваль «Сила в единстве». В течение 3 дней участники вели работу в пленарных заседаниях, а также проходили обучение на мастер-классах и в рамках круглых столов. Он направлен на укрепление гражданско-патриотических ценностей и популяризацию исторического наследия. С подробностями мой коллега. Уникальная площадка, объединяющая представителей разных регионов, экспертов, общественных деятелей и молодых активистов для обсуждения ключевых вопросов патриотизма, гражданского единства и социальной сплоченности. В условиях динамично меняющегося мира особенно важно укреплять связи между народами и регионами, и форум станет важным шагом в этом направлении. Председатель профсоюзной организации сотрудников ГГНТУ Ислам Абдулхажаев рассказал, какие мероприятия включены в фестиваль. Фестиваль направлен на объединение разных народов, наций, и ГГНТУ сегодня стала площадкой. И в данном фестивале присутствует около 500 человек из разных регионов, а также из новых регионов Луганских, Донецких республик. У нас тут различные мероприятия, лекции, брейринги, круглые столы, чтобы каждый мог поделиться своим мнением, узнать что-то большего друг о друге. Программа фестиваля в первый день выдалась насыщенной. Вдохновляющие выступления ведущих спикеров и экспертов о патриотизме и общественных инициативах также рассказали о важности подобных мероприятий в связи с напряженной обстановкой в мире. Наш глава республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет очень большое внимание политическому воспитанию молодежи. С 2012 года у нас в республике реализуется единая концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Это еще в те годы, когда громко с высоких трибун в нашей стране никто внятно, ясно, четко и не говорил о патриотизме. Когда вот я выступаю на конференциях, форумах в других регионах, в Москве, на федеральных форумах, говорю об этом и привожу цитаты из единой концепции, привожу выдержки из этой единой концепции, все уделяются
Какая же прозорливость, какое же предвидение будущего было у нашего главы республики еще в 2012 году, когда он поднимал эту концепцию. Студенты Грозненского государственного нефтяного технического университета имени Миллионщикова разных национальностей подготовили концерт для присутствующих, где пели народные песни. На фестивале присутствовали гости из разных регионов страны, начиная с Северной Осетии, Алании, заканчивая Донецкой и Луганской республиками, которые были в восторге от мероприятия. Все, что связано с духовно-нравственным воспитанием молодежи, патриотическим воспитанием молодежи, это очень важные элементы нашей воспитательной работы и, в принципе, составляющая развития нашей страны, наших регионов. Я надеюсь, что студенты за эти 2 дня подчеркнут для себя самое важное, то, что для них пытаются донести старшие преподаватели, спикеры, уважаемые гости этого фестиваля. Надеюсь, что это поможет нам вместе развиваться и добиваться новых высот. Старт фестиваля мне понравился. Очень было интересно слушать людей, которые много знают и которые любят делиться, наверное, своим опытом. И ожидаю получить новую информацию, которая, возможно, мне пригодится, получить новые знания. Я думаю, это очень познавательно, интересно для всех, так как для студентов, да и учеников школы тоже. Очень интересно, и мне понравилось все. Форум будет длиться до 22 октября. Он интересен всем, кто неравнодушен к судьбе своей страны. Участие в таком мероприятии даст возможность обменяться опытом и идеями с коллегами из других регионов, построение полезных контактов для будущего сотрудничества и возможность услышать мнения и предложения экспертов и лидеров общественного мнения. Ахмед Рамазанов, Саид Ами Мусаев, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Техники направления закона изобразительного искусства познают учащиеся первой Грозненской детской художественной школы. Ребята учатся владеть пространством, понимать процесс формирования цвета и выстраивать композицию картины. Уроки проходят системно, поэтапно знакомя детей с основами мастерства. О том, как ценители искусства реализовывают свой творческий потенциал, репортаж Рабят Гайтиевой. Этого оттенка здесь идет вот эта часть щеки. Даже где меняется состояние. Эта часть, немного губы, они не будут красные. В светлом кабинете запахом красок над холстом склонился Данил Алаев. Его кисть уверенно выводит последние мазки. Впереди городской конкурс юных художников, а его работа уже претендует на звание лучшей. Дени учится в детской художественной школе номер 1 города Грозного и уже несколько лет не представляет свою жизнь без живописи. Я сейчас стараюсь сделать на своей работе лица. Еще я пытаюсь сделать этим людям более светлое лицо, потому что они выглядят какие-то темные. Не особо хорошо это выглядит. Ну и надо еще вот это кольцо подправить и сделать тут побольше бликов, потому что выглядит, как будто оно нереальное. Но вообще я пришел сюда рисовать по просьбе моего учителя с начальной школы, потому что он говорил то, что она говорила то, что я хорошо рисую, и мои родители пытались найти школу, которая и недалеко, и хороших учителей. Художественная школа, в которой учится Дени, одно из старейших культурных учреждений столицы республики. Оно было основано в 1959 году и стало центром, где сотни детей раскрывают свой талант. Несмотря на то, что здание было разрушено в военные годы, коллектив педагогов не потерял надежду и продолжил работу, несмотря на тяжелые условия. Сегодня условия, конечно, не такие, как тогда, но здесь снова звучат детские голоса, скрипят мольберты и рождаются будущие великие художники. В школе обучаются дети в возрасте от 8 до 18 лет, которые принимают активное участие и становятся победителями в конкурсах и выставках различного уровня. В школе реализуется 3 вида программ: подготовительное отделение, предпрофессиональное и профориентация. Помимо живописи, ребята изучают рисунок, мозаику, линогравюру, декоративно-прикладное, просто прикладное искусство и барельеф. Все свои умения они показывают во время дипломных работ. В нашей школе все-таки самым главным в приоритете является все-таки любовь к искусству, любовь к художественному направлению. И только привив любовь к искусству, можно сделать уже из юных дарований, направить их на правильный путь, сделать из них достойных художников, дизайнеров. Достойных работ было в этом году очень много, и выпускники были очень сильные.
И очень рада тому, что многие выпускники в этом году у нас поступили в высшие учебные заведения. Здесь с детьми работают настоящие профессионалы, педагоги, которые не просто учат рисовать, а помогают каждому ученику раскрыть свой талант, почувствовать уверенность в себе и поверить в собственные силы. Предмет мозаики, он в целом, как техника и вид искусства, не изучен в республике, и поэтому я предложил ввести его как в обязательную программу. Каждый день это шаг в мир нового. Они учатся видеть красоту в деталях, узнают о великих художниках и осваивают новые техники. Когда изначально я была маленькой, когда я нарисовала свою первую картину, это была очень красивая картина, я подумала, что это мой талант, то есть я хочу стать им, и мне нравится. Я понимаю, что эта школа очень хорошая и классная. Учителя очень добрые, и все тут уютно и хорошо. Работа в классе кипит с самого утра до позднего вечера. В школе 130 учеников, которые обучаются в 2 смены. Ребята оттачивают линии, ищут свой стиль, учатся видеть мир глазами художника. Для многих из них это путь, который может стать делом всей жизни. Дверь, если это ворота, то ворота, вот это ворота и забор. Какого это может быть цвета? Вспомни, не знаю, у вас ворота какого цвета? Здесь каждый уголок наполнен вдохновением, а впереди большие планы и надежды на просторные мастерские, где будут рождаться еще больше ярких картин и больших надежд. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялся концерт симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Мероприятие стало частью творческого проекта цикла мероприятий в области театрального музыкального искусства. Под управлением народного артиста России Александра Чернушенко музыканты представили программу. Зрители услышали яркие композиции Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Аарона Копленда и Стива Уандера. В знак признания заслуг по окончании концерта Александру Чернушенко вручили почетную грамоту Министерства культуры за его весомый вклад в развитие культуры. В Грозном состоялся показ фильма «Я иду домой» в рамках международного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Лента основана на реальных событиях. Она освещает жизнь мирного населения в зоне проведения СВО и противостояния российских бойцов с ненацистами. Как зрители приняли кинокартину, репортаж Ахмеда Рамазанова. Актовый зал Грозненского государственного нефтяного университета имени Миллионщикова стал площадкой для показа очередной работы фестиваля. В качестве гостя на мероприятии присутствовал французский журналист Адриан Боке, который был на линии огня в 2022 году. Там он увидел своими глазами, что пропаганда западных государств оказались ложными, что Российская Федерация борется за благое дело, защищает мирных жителей, которые невольно были втянуты в конфликт. В итоге в какой-то момент оказалось, что я встала на сторону правды и стала служить этой правде до конца. Из-за этого служения правде мне пришлось потерять свою страну, свой дом, семью, деньги, все мои сбережения, все, что у меня есть, осталось во Франции. И это тяжело, но тем не менее я рад, что я приобрел Россию. И Россия стала моим вторым домом. Фестиваль «Кино на службе Отечеству» уже несколько лет объединяет картину, главную тему которых – патриотизм, долг и судьба России. В этот раз в центре внимания оказалась работа Андрея Ященко, который избегает громких слов и пафоса, достигая сердца каждого зрителя искренностью и правдой. Фильм «Я иду домой» основан на реальных событиях, в котором показывают, какие трудности испытывают мирные жители в зоне специальной военной операции, и как российские солдаты, не жалея себя, ставя на кон жизнь, отчаянно бросаются в бой, чтобы помочь им. «Я иду домой» — это документальный фильм, который был снят в центре боев за Артемовск. Мы жили вместе со штурмовыми подразделениями непосредственно в то время, когда в городе шли бои, и по мере продвижения наших бойцов мы вместе с ними продвигались и снимали то, как все это происходило. Это фильм о том, за что там воюют наши парни,
и о том, через что приходится проходить мирным жителям, которые оказались внутри этих боевых действий, почему, несмотря на весь ужас, который там происходит, они все равно дожидаются наших парней и встречают их со слезами на глазах. Студенты вдохновленно и с гордостью смотрели на героев страны, у которых есть чему поучиться. Они борются с нацистами, чтобы обеспечить мирную жизнь. Разницы нет, какой-то нации, национальности, какой-то религии. Все делают вместе, как минимум. Фильм показывает то, что они все делают объединенно, вместе, сообща. Фестиваль уже имеет свою историю. Первое открытие Всероссийского передвижного фестиваля кино на службе Отечеству состоялось 2 января 2023 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после встречи с матерями военнослужащих СВО. Руководителем стала Олеся Шигина, многодетная мать, чей старший сын добровольно ушел на передовую. Ее беспокоило, что происходит на Украине, и с этого началась история коллектива. Очень бы хотелось создать вот этот фестиваль кино на службе Отечеству. Помощь вам будет обеспечена, здесь я даже нисколько не сомневаюсь. Показ фильма «Я иду домой» в рамках фестиваля кино на службе Отечеству вновь доказал, что настоящее документальное кино – это мощный инструмент, который может говорить о главном без лишних слов, достигая самой сути. Ахмед Рамазанов, Лёйма Мандиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт О Войнах в социальных платформах.